Друзья, добрый день! Мы сегодня в гостях у очень интересного человека. Очень давно хотелось мне взять это интервью. Ильдар Рустамович Утямышев, академик, ученый, писатель, автор статей, автор открытий. Открытие – это официально зарегистрированный документ, это, так сказать, очень существенное, так сказать, научное явление. Ну, изобретатель. Ну, изобретатель, да, можно, да. А открытие – это, в общем-то, другой статус совершенно. Вот. И гораздо меньше. Я могу сказать, вот с нашей академией связано, то есть был комитет по изобретениям и открытиям, госском изобретении советский. А сейчас у нас, в общем, есть патентное агентство, но сами по себе открытия не регистрируются. И у нас общественная регистрация в Российской академии естественных наук, где я являюсь вице-президентом, при ней существует, так сказать, соответствующая структура, которая, в общем, продолжает эту деятельность, регистрирует открытие. Но я не могу сказать, так сказать, каков уровень их, может быть, там не все такие большие открытия, но тем не менее вот это вот продолжение у нас нашло именно у нашей академии, больше нигде в России. Ясно, но тем не менее, вы изобретатель, вы изобрели десятки различных вещей, насколько я понимаю, да, там около 20, по-моему, различных изобретений. Причем, может, поменьше, да, но они все разные, да. Они все разные. У отца моего, конечно, больше было, у него было 130. У вас такая династия, такая вот научная. Откуда это все началось? Вот папа ученый, вы становитесь ученым, дед ученый. Такая страсть к науке, она просто вот вы просто живете в этом, да, и это передается. Дед у меня наукой вообще-то не занимался, но он был очень образованный человек, потому что он, естественно, как всякий татарин, из небедной семьи он закончил, конечно, медресе, это 4-летний. Затем он закончил Симбирскую гимназию, ту самую гимназию, где учился Владимир Ильич Ленин, его брат Александр, и где отец Александра Керенского, председателя Временного правительства, был директором гимназии. Закончил с отличием. После чего он закончил коммерческое училище в Симбирске, тоже с золотой медалью, и поступил в Петербургский политехнический институт. Это было до революции. До революции. То есть, в принципе, это прямо вот образовательная То есть по техническим вузам я как бы третий. Но до того, конечно, тоже люди были достаточно образованные. Один из моих предков, как это узнал, в общем-то, это есть могильный камень на кладбище в деревне Мочкаря. Это наша фамильная вотчина, откуда весь наш род идет уже где-то 4 века, без малого, может и больше. И там один из наших предков работал. В общем, был такой департамент по национальным отношениям в Петербурге. Он там был, в общем, одним из чиновников этого департамента, то есть государственный служащий был. И одновременно он был религиозный деятель, то есть очень много было хазратов, муфтиев, не муфтиев, хазратов было, да, муфтиями не были наши. В нашем... В роду, получается, да, у вас и религиозных очень много было. И потом вот мой прадед по бабушке, по линии отца, Мухаммеджан Каримов. Это был самый крупный книгоиздатель в Казани и предприниматель. Было товарищество «Братья Каримовы». И вот как раз он был самым ведущим, он как раз работал за границей с Германией, Австро-Венгрией, Турцией. И в 2014 году у него даже как бы были нарекания полиции, почему он работает с государствами, которые не являются союзниками России, дружественными к России. На том это все и закончилось, и вроде бы даже у него какие-то там остались недвижимость, там что-то какие-то филиалы были в Германии. То есть он был полиглот? Как-то же он общался? Наверное, общался, но языки-то они, конечно, знали, наверное, видимо. Он был учеником Марджани, учился у него в медресе, и его брат тоже. И он им сосватал 2 своих племянниц, 2 братьев. То есть моя бабушка, дочь племянницы Марджани и дочь Мухаммеджана Каримова. Но потом в этом году я был на конференции, на одной, там это как раз духовенство проводит, история деревни Мочкаря, Мочкаринские чтения называются, они читают на кладбище Коран, потом, значит, проводят конференцию, там как раз выступал муфтий Татарстана Наиль Хазрат, местные хазраты, кукмурский, деревенский хазрат,
Как раз там снимался фильм вот по Гюзель Яхиной, но я считаю, что это не очень достойный эпизод, там показан. Понятно, понятно. Мечеть Поняла, каменная, да. какого. Там раньше, говорят, был минарет 46 метров, в 30-е годы его взорвали, сейчас 26 метров. И точно такая же мечеть находится в Казани, как же называется, из Кабистели, вот я не помню, как название мечети. Просто я первый раз в этом году увидел. Это, в общем-то, в самом городе, в Казани, в центре. То есть тоже тех же лет, да? Тех же Той лет, эпохи? тот же мой предок ее построил. Она действующая мечеть. И построена она на месте, где захоронено 500 защитников Казани во времена войны с Иваном Грозным. То есть это такое святое место. Это мечеть действующая, она реставрируется. Вот это для меня было, так сказать, интересное открытие в этом году. Ну, получается, что вы изучили историю своего рода. Понятно, что поскольку люди были близки к науке, близки к Да, еще я высокому забыл одну вещь духовенству. сказать. Оказывается, еще вот на этой конференции выявилось, что еще где-то в середине 19 века еще у Тямышев было еще одно соприкосновение с родом Марджани, то есть дважды. Так. Уже непосредственно у Тямышева с Марджани, а это было через Каримова и у Тямышева. Вот. Вы об этом как-то систематизировали все Ну, знания? да, у меня есть, в общем, я такую как бы записку подготовил, собрал все фотографии интересные и предков своих, ну, какие были. Там есть фотографии Марджани, есть, конечно, вот Мухамеджана Каримова. Сфотографированы все вот эти могильные камни с указанием дат. Они похоронены вот на татарском кладбище, старом кладбище. И там, в общем, они в таком хорошем состоянии. Да, прадеда моего Мухамеджана Каримова после революции не преследовали. Ну, естественно, все национализировали, отобрали, потому что в центре Казани там целые, так сказать, несколько домов, таких довольно крупных, многоэтажных, они, в общем-то, были их собственностью. Там и типографии были, и, в общем, там они и жили. Вот, поэтому... Ну, то есть как-то избежал он этой судьбы тяжелой? Избежал, но да? избежал почему? Потому что он был, так сказать, все-таки был предприниматель, он печатал все подряд. Он печатал духовную литературу, издавал газету «Каяш» называлась, «Солнце», издавал много другой продукции, в том числе и политическую литературу, в том числе и марксистскую. И, как говорят, это были самые, так сказать, доходные заказы. Но, видимо, благодаря этому он, в общем-то, не подвергся таким жестким физическим репрессиям. Конечно, он, в общем-то, уже как бы был деклассирован, но умер своей смертью и, в общем-то, не преследовался. Ну, в каком-то смысле, наверное, он проявил то, что сейчас называется такая гибкость. Да? Политическую есть, мудрость. Да, политическая мудрость и гибкость, да. То есть он подстроился под те внешние обстоятельства, которые Да, его ну, окружили. естественно, мой дед, бабушка, его жена, в 29 году они жили в Мошкаре. Это был такой двухэтажный, я бы сказал, даже трехэтажный дом, большой, каменный. Тоже ему больше 200 лет, даже больше, 230. Целый. Их оттуда, в общем-то, изгнали. Вот я книгу написал об отце. Там есть фотография моего малолетнего отца, года ему 4 или 5, его сестра Турфанда. И как раз в этом доме сфотографированы они внутри. А что там сейчас? Сейчас там находится самый лучший коррекционный интернат для таких, будем, детей, больных детей. С особенностями. Да, с особенностями развития. Вот. А до того была школа средняя, образовательная. То есть, получается, вот столько То поколений есть она, прошло. в общем-то, здание служит благим намерением. Мне говорят, ты не хочешь заявить собственность? Я говорю, отбирать у детей, это, в общем-то, недостойно. Пусть она, в общем, так, как есть, так и функционирует. Главное, чтобы ее не закрыли, никто ее не приватизировал. Да, не приватизировали, не Ну, уничтожили. мечеть тоже восстанавливается не так быстро. В общем, там были и очень красивые внутри фрески, были, там они до сих пор сохранились. Большая, она двухэтажная, каменная. Но, как говорят, что строили мечети эти русские, потому что они были очень хорошие каменщики. Вот такой у нас был консенсус и дружба народов. И дружба народов, да. То есть я вообще, поездив по России, поняла, что абсолютно везде, во всех городах и весях вот такая дружба была, сосуществовали вместе друг другу помогали, тут же и церковь, тут же и мечеть. И, то есть, в принципе, я сейчас вот на это смотрю, исторически очень все
дружественно, есть взаимопомощь, сотрудничество. Сейчас вот не везде получается. Ну, я еще хочу отметить, что не было бы татар, не было бы русских, и не было бы России, татары, наверное, ну, вряд ли бы в таком виде сохранились. Потому что, ну, как бы, что бы ни говорили, что вот было татаро-монгольское иго, я называю татаро-монгольское благо, потому что вот эти все разрозненные княжества, ну, большинство из них практически без сопротивления, они вошли вот в состав этой империи. Чингисхана, точнее, так сказать, старшего сына или даже внука Чингисхана Батухана. Вот, ну, у нас, что стоит только политика Александра Невского. И мне кажется, это была, в общем-то, гарантия, защита от западного мира, который, в общем-то, даже в те времена, 800 лет, а может быть и более, всегда являлся нашим противником, если не врагом. Потому что, придя они сюда, на территорию России, вряд ли бы православие сохранилось, а возможно и русский язык, потому что, ну, поведение было очень жесткое, ну и сейчас оно такое же, потому что вся восточная часть Германии, вся Пруссия, это земли были населены не германскими племенами, это были либо балтийские, либо славянские, даже было Сопское Великое княжество, там у них было. Они, в общем-то, город Лейпциг, Дрезден, Берлин, это все было, в общем-то, не немецкое. Ну и, естественно, Кенигсберг и прочее все это. А так был бы католицизм и, в общем, все последствия, которые были за ними. Вот. Ну, не знаю, как бы, чтобы, если бы русские татары оказались единоверцы, тоже, наверное, был бы другой ход истории. Да, я думаю, да. Но, к сожалению, этого не произошло. И то, что произошло во времена Ивана Грозного, ну, скорее всего, это была основная идея не исламская политика, не антитатарская, а это как бы продемонстрировать свою преемственность, наследственность по линии Чингисхана, то есть владел который всеми этими обширными землями. Сейчас вообще много как-то вот говорят о том, что неправильная история была записана, что на всех этапах она переписывалась, что все вот в угоду какой-то конъюнктуре определенной эпохи, определенного исторического отрезка. Я, если честно, слушая, читая различные источники, не будучи человеком науки, да, то есть периодически задаю себе вопрос вообще, кому верить, что читать я по бы истории. немножко хотел поправить. Это было не в угоду исторического отрезка, не исторический отрезок, а люди конкретные, которые в этот период действовали. Власть, да, какая. Это всегда была борьба Востока с Западом. Не буду говорить Восток, который там Китай, скажем, Индия, а Восток вот ближний, вот в пределах Восточной Европы, потому что если бы вот искажения этой истории не было, мы бы, конечно, ну, не принижали бы роль и нашей восточной компоненты, будем говорить, тюрко-татарской и других, потому что если бы у нас был такое единение по этому принципу, наверное, у нас было бы единение, ну и с Турцией, с которой не было конфликтов, ну, практически до Ивана Грозного. И то началось после покорения этих татарских ханств, Астраханского, Казанского. И если бы это было единой силой, то, я думаю, Европе было бы не устоять, потому что турки стояли уже, как говорится, у ворот Вены, и неизвестно, как бы повернулась история, если бы они взяли Вену, если бы Евгений Савойский не выручил европейские государства, или, ну, сослагательное наклонение, или, скажем, Бату-хан не пошел дальше на запад, он остановился там где-то в районе Чехии, Германии и Польши, потому что верховный хан умер в Монголии, он поехал на выборы. На том поход остановился. А так еще несколько месяцев, я думаю, они были бы в Париже. И все было бы по-другому. Да, и вообще, в общем, вся история показывает. Ну, я не буду обращаться к временам Аттилы и Чингисхана, который туда по Европе пришел, особенно Аттила. Но, в принципе, это у нас многократно продолжалось. Ну, более мелкие были войны. Это вот еще времен Елизаветы, там, Петра I, ну, когда мы тоже до Берлина доходили. Но были такие основательные войны, когда мы дошли до Парижа. В 1813 году мы дошли до Берлина. В 1945 году. Это примерно, в общем-то, те же самые явления, то есть повторяющиеся явления, но не буду загадывать вперед, но, наверное, все-таки что-то должно произойти еще раз, потому что, ну, не так все развивается,
Потому что все доводилось до точки, так сказать, ну, до предела доводится. И сейчас тоже все эти страсти накалились. Основательно никто не помнит, никакой неблагодарности, ничего нет. Да, к сожалению. Потому что вся эта разрушенная Восточная Европа, она ничего из себя не представляла. То есть это... И тот же самый германский народ, в общем-то, ну, я думаю, если бы не было Западного фронта, Второго фронта, то, конечно, мы дальше бы продвинулись, ну и, наверное, судьба германского государства, ну, была бы иная. Я поступил с ними жестче. Не с нашими малыми народами, чеченцами, там, ингушами, крымскими татарами, а с немцами вот так поступил. Раз и навсегда, потому что это уже закономерность. Ну и, так сказать, многих, так сказать, прихлебателей в Европе, их большинство было, потому что мы воевали не только с Германией, а со всей Европой. И не надо нам их боготворить и прочее. Ну что ж, давайте перейдем от истории. Я понимаю, что вы обладаете фантастическими знаниями. Ну это не в знание, это истории, просто да. умозаключение уже. Ну и да, вот. А у вас есть наука, это дело вашей жизни, изобретение. Как вы выбирали, в каком направлении работать? Это от папы? Или вы вот учились, и вы какое-то направление выбрали свое? Почему вам интересно то, что вы делаете? Вот как Ну, вы выбирали будем говорить, свое что я призвание? делал. Сейчас я делаю немножко другое, конечно, другим занимаюсь. Ну, как я выбирал призвание? Ну, в советские времена все-таки мы росли в счастливое время, по крайней мере, в понимании того, чего ты хочешь, и ты мог самореализоваться без всякого. Потому что отрицать тех достижений, невероятных достижений, возможностей, то есть это бесплатное образование и очень хорошее образование. Это бесплатная медицина, ну и прочие другие социальные блага. Потому что сейчас, ну, будем говорить, я человек как возрастной, я просто с ужасом смотрю, ну не дай бог, как говорится, здоровье наш капитал, если его, как говорится, лишится, то все остальное мы просто не в состоянии покрыть. Хоть у нас и постковидная там ситуация. Неплохая произошла реформа здравоохранения, но есть моменты, которые, скажем, некоторые виды анализов можно неделями, там, некоторым видам обследований. Это должно быть все моментально происходить, иначе это теряет смысл, скажем, если какие-то онкологические и прочие больные. Ну, я немножко отвлекся. Будем говорить об образовании. Вот я вырос в военном гарнизоне Чкаловске, это легендарное место. Я бы сказал, намоленное с точки зрения авиации и космонавтики, потому что с 30-х годов оттуда улетали и большие перелеты, Чкалов, экипаж Чкалова, экипаж Громова. Вот мы с семьями, мои родители общались, я тоже был знаком с Даниловым, это вот был тоже в экипаже во втором, который дальше до Сан-Джасинто долетел в Калифорнии. Вот. Герои Советского Союза, летчики. Вообще другие герои. Летчики-испытатели, летчики-герои войны. Авиаконструкторы, потому что вся техника испытывалась на Чкаловской, на этом аэродроме. И техника, и самолеты, и вертолеты, и гибриды, то, что летает, такие не поймешь, самолет, вертолет, винтокрылые машины мы их тогда называли. Были и парашютисты, ну все системы, и космонавты. И каждый дом — это место жительства того или иного героя. То есть можно было сделать, ну я даже письмо писал губернатору Московской области, чтобы создать такой парк исторический, Чкаловская, привести в порядок, даже квартиры некоторые реконструировать, выселить жильцов, там Гагаринская квартира, еще какая-то. Бонина есть тоже, там музей авиации. Это все сделать, это очень интересно было бы. Ну, был период в конце 90-х, в начале 2000-х, там колдобины, неремонтированные дороги, какие-то Гагаринский подъезд облеплен какими-то объявлениями, газетенками. Это просто страшно смотреть, просто стыдно было. Это стыдно, да. Вот. Ну, тогда у нас был очень высокий уровень образования. Но я могу сказать, что вот из нашего класса, который я заканчивал, обычная средняя школа. Ну, правда, конечно, это в большинстве своем дети офицеров, высших офицеров, будем так говорить. Они из нашего класса, из 39 человек, только один человек не поступил в институт по окончании 10 класса. Вот тогда сдавали по-другому, не было никаких проблем. Это да. И какая статистика? Значит, из этих 38 человек 2 человека поступило в физико-технический институт, куда я тоже поступил. 2 человека поступило в МГУ, 1 человек в МИМО, значит, 1 человек, по-моему, в МИФИ, не помню точно. 7 человек в Московский авиационный институт,
и человек 7 или 8 высшее инженерное училище. Это было очень престижно, готовили военных Да, инженеров. Это вот Рижское училище и Киевское высшее военное училище. Ну, остальные там были прочие, энергетический институт, ну, всякие там, педагогические и прочие. Там 1 или 2 только вечерников было. И все закончили практически. Ну, когда мы учились в школе, ну, каждый где-то занимался, каждый второй учился в музыкальной школе. Да, это было нормой. Занимались языком. Вот я занимался языком. Вот. Ну, конечно, это не бесплатно было. Там у нас как бы был частный, ну, сейчас это репетитор, у нас было 3 мальчиков было. Мы учились говорить. Это 2-3 класс. А вообще считается, что в Советском Союзе не учили иностранные языки, Ну, как же не никому учили? это было как же не не учили? нужно. Ну, вот. И потом 9, 10, 8, 9, 10 я тоже занимался учителем по вузовским учебникам уже, как по Мьязовским. Готовились Да. уже, да. Вот. Параллельно я закончил заочную математическую школу при МГУ и физико-техническую школу. Это физмат-школу при физтехе. Вот языком 3 вещами занимался, еще там сказать, еще какими-то у меня были увлечения. Занимался активно фотографией, поэтому я увлекся оптикой, в общем-то, и составлял проявитель где-то с самого раннего детства. И, в общем, меня интересовали картинки, фотографии, изображения. И я выбирал, я очень любил еще и математику, куда мне пойти. Либо пойти в МИЭМ на факультет прикладной математики, либо пойти в физтех на, ну, в общем, физикой заниматься. Все-таки мне, так сказать, любовь к изображению, особенно у меня. В том же МИЭМе, кстати, на некоторых, я увидел впервые голограмму. И это меня увлекло, я пойду буду заниматься голографией. Ну, физтех это тоже, хочу сказать, сейчас тоже сильный институт, но тогда это было уникальное явление, потому что было только 2 института, МФТИ и Массачусетский технологический институт, даже не калифорнийский. То есть 2 института, дипломы наши признавались, но не только наши, еще и МГУшные, там технический, мехмат, физфак, Новосибирский, Ленинградский, они признавались, имели международный статус. У нас в пределах группы, а группы у нас были небольшие, где-то 13-14 человек, и в этой группе было там 3-4, даже 5 специальностей еще. То есть 5 направлений, точнее, ну и каждый еще по своей специальности. Вот поэтому вот так вот. То есть, получается, научный потенциал страны Готовили со школы. Да. Ну, со школы, а в институте, вот мы со 2-го курса уже нам оформляли форму секретности, а с 3-го курса мы уже учились, нам читали лекции, была практика в научно-исследовательских, ну, закрытые в основном институты. Это радиолокационные были, там всякие компьютерные, и по вооружениям были, и в том числе голография, лазеры. И там мы, в общем-то, читали лекции, очень серьезные лекции, с такой серьезной математикой, сдавали экзамены. И вот это все нам преподавали там, и мы видели, как эта техника создается. И уже, ну, где-то уже с конца 4-го, 5-й, 6-й курс уже работали по тематике этого предприятия. Фактически выходили готовыми специалистами, которые могли вести самостоятельную разработку. И у ректора, академика Белоцерковского, очень такой сильный был ректор у нас, уникальный человек, он скончался несколько лет назад. Даже была идея сделать 9-летнее образование. То есть, чтобы заканчивали сразу аспирантуру, потому что, ну, диплом МФТИ, диплом на работу фактически, это кандидатская диссертация готовая. Ну, у многих так было. Но у меня вот тоже было, в принципе, очень много у меня пошло сразу в то, что был наработан тогда. Поэтому подход к образованию был другой. А сейчас у нас могут выпустить через 4 года. Ну, не то, не сё, хоть в физтехе физику, математику хорошо преподают, но это, в общем, можно сказать, преподаватель физики, математики. То есть это не ученый. Это не ученый и не специалист. Ну и потом магистр называется. Это должен быть процесс непрерывный и целостный. И, наверное, даже с аспирантурой, потому что, в общем, это уже ты доктор, все, ты уже все свои, как говорится, ну, будем говорить, обучающие моменты ты должен завершить и не отвлекаться, дальше работать. Скажите, пожалуйста, понятно, что наука Советского Союза развивалась вот так, как вы рассказываете, и поэтому такие достижения, поэтому... Они до сих пор эксплуатируются, да, то, что у нас летает и стреляет, это все да, мы живем на них в сейчас. значительной мере было оттуда. И людей, которые над этим работали серьезно, тоже было очень много. Сколько нам еще осталось пользоваться этим всем и что дальше? Я не могу судить, но я хочу сказать, что, конечно, у нас людей в этих отраслях не хватает. Я вот работал недалеко от моего дома, находится научно-производственное, ну, сейчас это называется просто акционерное общество «Квант». Это
предприятие, которое в те времена отвечало за всю автономную энергетику. То есть что это такое? Ну, это все электрохимические источники тока, это все различные виды аккумуляторов, батареек и возобновляемые источники энергии. Ну, кроме ветроустановок, все это топливные элементы, солнечные батареи, электрохимические источники, ЭХГ, вернее, электрохимические генераторы. Вот. И все это было сосредоточено в этой фирме. На этой площадке работал 12 тысяч человек. Возглавлял эту фирму Николай Степанович Лидоренко, член КОРРАН, ну, и академик РАЕН, герой советского социалистического труда. Были у него многие ученые, очень сильные. Были у нас филиалы, научно-исследовательские институты в Ленинграде, в Тбилиси, в Ереване, в Кишиневе. Это были институты, были полигоны в Севастополе, в Геленджике, в Ашхабаде. То есть где-то порядка, наверное, 20 было филиалов по всей стране. В Сибири были, потом туда влились многие заводы. И все, что делалось, все мы производили сами. Сейчас есть такое слово «экосистема». Вот я сейчас слушаю вас, да, вот целый комплекс предприятий, людей, да, то есть это прям вот, это реально была экосистема. Все, что говорили. Я вот, когда уже последние годы там работал, ну, началась литиевая программа. Но сейчас, к сожалению, многие вещи мы просто сами не производим. Сейчас вот наш этот квант, ну, обеспечивает, и, наверное, не в полной мере, ну, даже не буду называть цифру, ну, там, 700 квадратных метров арсенит-галлиевых батарей, это для космоса. Ну, могли бы делать и для наземки, то есть это 700 квадратных метров, там ничего не требуется для этого большого такого. Ну, сейчас там где-то 700 человек. Ну, это 12 700 человек, да? 700 человек это с управленцами, с бесконечным, с бесчисленным количеством менеджеров. Да. Это беда нашей страны, потому что, ну, многие, может быть, со мной не согласятся. Москва это был город интеллектуальный, производством, то есть, ну, много чего делалось в Москве. Сейчас, ну, мне вот в одном серьезном заведении сказали, что, в общем-то, ВВП Москва, в общем-то, мало участвует. И то, наверное, этот весь ВВП на собственное потребление, потому что этот мегаполис и с приезжими, это 20 миллионов обеспечивать, это, конечно, цифра еще меньше будет. То есть значимость Москвы, так сказать, в федеральном масштабе, ну, да, это финансовый центр, есть какие-то отдельные разрозненные научные учреждения, но целостно, я вот когда езжу в метро, я даже не могу понять, что вот эти люди битком набиты едут на работу. Чем они занимаются? Чем занимаются эти менеджеры? Вообще провал, да, сейчас, я так понимаю? Потом это научно-техническая мысль – это сейчас провал. Нет, я не хочу сказать, что провал, но вот эта система грантов – это не самая лучшая система, потому что, ну, что такое грант? Дается специалисту, группе специалистов, это должна быть все-таки организация. Потому что это обеспечение. Конечно, сейчас научные исследования более дорогостоящие, требуют большего оснащения и техники, и прочего. Но, так сказать, отдельные работы, они не должны быть отдельно, должно быть, в общем-то, в комплексе, должно развиваться целое направление, а не какие-то отдельные вещи. Ну и вопрос дальше с реализацией, потому что иногда это, в общем, ну, как-то, мне кажется, выглядит как-то бутафорно. А что нужно изменить? Может быть, мы просто приняли какие-то не те стандарты, не те протоколы, да, и так далее, то есть не ту систему восприняли. Конечно, да? Безусловно, так сказать, это тоже был элемент разрушения нашей экономики, нашей государственности. Не надо было ломать того, потому что ведь у нас в 90-е годы выброшено было целое поколение или 2 поколения специалистов. Тут из моего выпуска раньше, ну, за наших выпускников дрались, в общем-то, все предприятия, если он куда-то. А сейчас, ну, во-первых, не столько их и готовятся, а был вообще провал определенный. Ну, вот из моего выпуска, ну, наверное, 30%, ну, какой-то, будем говорить, инженерной деятельностью занимаются. Где-то 10% занимаются еще более-менее какой-то своей работой. А остальные совершенно отвлеченной работой занимаются. Ну, и, собственно, я тоже уже занимаюсь, как бы, ну, как бы вроде бы называю это научной деятельностью, но это как бы пропаганда и продвижение этих научных исследований, потому что собственное исследование, ну, как говорится, ни финансы не позволяет, а потом определенный период отсутствия деятельности, он уже, как говорится, не восстанавливается. Да, вот это вот то, что вы говорите, непрерывность, да, ты вот погружен в сферу изысканий. Конечно, сейчас произошли изменения, уже и многие вещи по-другому воспринимаются, они на совершенно других принципах. Но в свое время, вот когда вот я заканчивал свою активную деятельность, мы разрабатывали специальные лазерные диски,
фототермопластиках. То есть это была альтернатива оптическим дискам, они тоже только-только появлялись, но мы хотели делать их на другом принципе записи, голографическом. То есть чтобы это была более помехозащищенная система с теми же показателями по объему, по емкости. Но, к сожалению, в 90-е годы все это рухнуло. В общем, не получилось. Потому что в прежние времена достаточно много денег выделялось на разработки, на финансирование науки. И в пределах этого финансирования можно было инициативно заниматься какими-то новыми вещами, их проверять. Попутно исследовать, затем уже, получив какой-то результат, рекомендовать своему непосредственному руководству, а то руководство могло уже обратиться даже выше, и уже это включалось в план. Потому что тогда раньше все четко составлялось. Я могу сказать, вот мой отец руководил Институтом медицинской техники, отвечал за развитие всей медицинской техники, как в СССР, так и в странах социалистического лагеря. Будем говорить, СЭФ. Все эти страны входили. То есть он курировал 700 предприятий оборонного комплекса, помимо своего института, и 250 предприятий Восточной Европы, плюс Югославия, Финляндия, и Куба. Я вообще это не могу себе представить. То есть это были единые масштабы были колоссальные. То есть составлялся план, это плановая экономика была. И было, так сказать, многомерное планирование. То есть планирование по физическому принципу, скажем, лазерная техника, там, электроника, химия полимеров. И по области применения. Какие виды. И каждая больница, она, в общем-то, она не открывалась, если она не оснащалась минимальным ассортиментом техники. То есть это как в армии. Ассортимент, не ассортимент, а, так сказать, табельное оснащение вооружениями, так и больница должна все это иметь. И вот это планировалось. Я тоже участвовал в формировании этих программ там, на 5, на 10, даже до 2020 года, это еще 80-е годы планировали. До 2010 года. И там прорабатывалась вся кооперация, какие предприятия, кто за что отвечает, кто с кем работает и когда, в какие сроки, какие направления. То есть настолько отдаленное настолько четко. Да? И вот эти планы, было такое, существовало, я просто говорю, как медтехник, было Всесоюзное научно-медико-техническое общество, отец возглавлял, сейчас это Академия технических наук, но гораздо слабее. Тогда там было более 100 тысяч членов этого общества, это как целая партия политическая, и около 3000 организаций в этом обществе состояло. И вот они эти планы перспективные, что технику рассылали по всем этим организациям первичным этого общества, на пленумах они обкатывали, какие ультразвук или рентген, и все это коллегиально, коллективно, все это обсуждалось, все эти замечания учитывались, включались в этот план, потом в эту комплексную программу, потом она шла на утверждение в Совет Министров, и выходило постановление Центрального комитета и Совета Министров. Сейчас такой, конечно, централизации не может быть. Я не знаю, как сейчас что это планируется, как обеспечение клиник. Что-то, наверное, есть, но все это разрознено. Потом, конечно, не могло быть никакого лоббирования. Сейчас же все-таки некоторые вещи у нас, я знаю, по ядерно-магнитному резонансу многие, у нас есть отечественные очень хорошие разработки. НПФ АС выпускает томографы. Много из западного. Сами понимаете, по каким причинам у нас импортная техника, она приоритет. Потому что тогда мы ничего в широком масштабе, если за исключением 4-го главного управления, это обслуживание, будем говорить, высших чиновников и партийных деятелей, ничего с Запада мы не закупали. Все было свое, восточноевропейское, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Болгария. То же самое было и с лекарствами. То есть мы полностью себя обеспечивали. А скажите, пожалуйста... это стратегическое направление, так же, как вооружение, здравоохранение, так же, как... Сейчас мы, в общем-то, и семенной фонд закупаем, в общем, у нас может страшное произойти. И племенное животноводство. А вот если бы вам дали возможность осуществить, то есть не знаю, мановением какой-то волшебной палочки, вам сказали бы: Ильдар Рустамович, дайте 3 рекомендации для того, чтобы вернуть такой масштаб, такого государственного мышления, даже, в общем-то, обычного человека, который трудился на предприятии, да, то есть я, насколько понимаю, человек, будучи даже на небольшой должности, он ощущал себя частью большой страны, прежде это безусловно, всего, он, конечно, и частью большого процесса. Да, он составлял себя неотъемлемой частью, составной частью. Что я хочу сказать, что у нас произошло?
Это и в части специалистов. Я вот с большой горечью, в общем, наблюдаю процесс, что, с большим сожалением, ну, я вот пытался последние годы несколько проектов как бы двигать. У нас были прекрасные сланцевые проекты, экологически чистые. Даже монголам предлагал, чтобы вот использовать горючие сланцы для полного обеспечения себя горюче-смазочными материалами, топливом, там, теплом, потому что они находятся, ну, у них не сланцы, у них бурый уголь, но это примерно те же технологии. Монголия страна разрознена, да, не надо централизованное энергоснабжение, они могли бы на местах полностью себя обеспечивать. Ну, вот эта технология сланцевая использовалась у нас в блокированном Ленинграде, там перерабатывали сланцы, делали даже, заправляли танки этим сланцевым маслом. То есть Очень это, в чисто, общем-то, да. То есть жидкие фракции извлекали, да. это не новая какая-то Это технология, не новая, да, но да? она очень хорошая, но она не пошла. Я даже ездил в Америку, ну, когда мы еще с ними дружны были, предлагал им эту технологию, они уже свои эти грязные технологии пробивали. Потому что я говорю, вот мы, говорит, знаем все, там полные расчеты, установки на там, 300 тонн, 3000 тонн, там, 500 тонн установки. Вот. Но вся беда в том, еще был ряд разработок, скажем, вот у нас был в Российской академии естественных наук, где я вице-президент, он был еще у нас тоже был один вице-президент, он стал почетным, был такой академик Фурсей, замечательный человек, потом умер от коронавируса в этом году. У него были очень интересные наработки, ну и по нанотехнологиям, особенно у него были вот технологии взрывной эмиссии, то есть это как бы позволяло создавать рентгенаппараты с совершенно другими качествами. То есть высокая четкость, как говорится, и свойства, качество изображения. Но он умер. А продолжатели? А продолжателей, к сожалению, нет, потому что уже и школа, ну а как же, потому что нет школы, нет структуры, нет инфраструктуры. Я же говорю, предприятие... То есть некому передать? Да, некому. Ну, не передал, и не мог передать, по сути дела. Это же должна быть функционирующая, непрерывно развивающаяся структура. А получилось все эти, сначала разрушили предприятие, потом разбежались кадры, а теперь уже, как египетские жрецы, умирают носители знаний. Да. Я уже несколько таких очень интересных, которые много времени отдал продвижению этих технологий, но не получилось. И за рубеж пытался, потому что с нашими был период, когда бесполезно было разговаривать. Ну, в общем, я не знаю даже как. Это же надо восстанавливать, будем говорить, такой генофонд у нас и научный, и управленческий. Да. Потому что это что-то, какой-то управленец, вот мне очень странным кажется, когда менеджер какой-то без особого образования, пока специализация, управляет такими вещами. Вот была одна фирма, не буду называть ее имени, наш соплеменник возглавлял. Но он был врач, то ли стоматолог, нет, просто врач был. То есть совершенно другой... будем такой говорить, радиоэлектронную авиационную фирму. Авиацию. Да. И таких много фирм. Ну, далеко не будем ходить, есть у нас большая структура Роскосмос. И вот такие вот, к сожалению. А раньше этим процессом руководил специалист. Который, скорее всего, прошел все ступени. Он прошел ступеньки, да, он был организатор, он все это видел от и до. Все эти. И они создавались, эти структуры. Будем говорить, как говорить о партийных чиновниках, но они же тоже, многие из них выходили с производства, все-таки как бы ротировали, меняли. Люди были с таким нормальным образованием, если уж так говорить. Косыгин был инженер, Устинов был специалист. Я уж не говорю о всех инженерах отраслевых, это Минрадиопром, Министерство электронной промышленности, Минприбор, электротехнической промышленности, все они были специалисты. То есть помимо управленческого таланта, нет, это был уже были такой багаж. Глубоко знающие специалисты, производственники были. Сейчас не знаю. Так 3 шага, на ваш взгляд, которые что-то еще могут там спасти, перенаправить, изменить в лучшую сторону? Ну, я скажу самый такой легкий шаг, самый такой простейший. О 2 не буду говорить, просто это не для эфира и не для среднего уха. Хорошо. Ну, в общем-то, хорошо присмотреться к тому, что у нас было, постараться это дело собрать, взвесить. Ну, естественно, обеспечить безопасность этого процесса и предотвратить всякое противодействие, которое будет абсолютно... Вот сейчас мы очень такие грандиозные задачи поставили, серьезные. Ну,
И многие сейчас говорят, основная проблема у нас внутри. Враг у нас сидит здесь. То есть о многих вещах, и мой отец говорил, я уже, так сказать, 20 лет назад в тех же формулировках, скажем, говорили однополярный мир, но вот я когда выступал на одной из конференций, в 93 году после расстрела Белого дома, я на конференции сказал, чего вы добиваетесь, говорю, однополярный мир. Как физическая структура, он неустойчив будет. Должен быть какой-то противовес баланса. И вы, говорите, вы вообразить себе не сможете, что придет ему взамен. Вот они получили, я имел в виду Китай, Китай не получили. Ну, еще, как говорится, есть негативные факторы, как говорится, будем говорить, терроризм, исламский мир. Но мне кажется, да, это очень, так сказать, варварское такое проявление, но в какой-то мере оно, в общем-то, является закономерным, потому что где-то это, в общем-то, протестное движение против этого вот разрушающего влияния Запада, то, что происходит. Я их не оправдываю, но где-то они... Я не буду говорить о террористах, я буду говорить о мусульманском движении, да. Поэтому сейчас все это вот так происходит. А сейчас очень, очень сложно все, конечно. А есть у нас такие резервы человеческие, которые могли бы объединить свои усилия по спасению вот собственно, того, что еще можно спасти? Вот умирает человек, у него баснословно роскошного качества исследования, там, да, которые могут обеспечить страну открытиями, изобретениями и так далее, и это куда-то в никуда. Боюсь, что нет. То есть у нас нет такого. Нет, наверное, возможно, но вот у меня еще вот те две технологии сейчас пытаюсь как бы продвигать. Но они люди, как говорится, возрастные. Где-то что-то, как-то, чего-то они показали, кому-то там объяснили. А одно направление, оно просто, как говорится, было отторгнуто, развивалось, вот, скажем, из углеродной, так сказать, протезы там, или, так сказать, атравматические повязки специальных. Все. Их изгнали, ну, как бы они есть. Просто вот уходят в небытие некоторые вещи. Потом некоторые вещи, они уже, вот я говорил про лазерные диски, ну, развились другие технологии, ну, все пошло по другому пути развития. На тот период это было, так сказать, конкурентоспособно, интересно, но раз оно не развивалось, оно умерло. Да. И многие вещи могут так происходить. Да, ну это, наверное, выбор, да, получается? Ну то да, есть это эволюция такая, да, как конечно. в животном мире, в общем-то. Поэтому... Не продолжая, не развиваешь. Но я еще одну вещь хочу сказать. Почему возврат к прошлому, я, так сказать, довольно жестко говорю. Мы говорим о патриотизме, о прочем. Но возвращаясь к старому, почему у нас был такой высокий патриотизм? Да, была идеологическая работа, но люди защищали, как говорится, свою страну. Почему? Другого ничего не было. Они не были обременены материально. Все это было. Жила вот страна родная, нету других забот. То есть они всецело, и как мы в свое время, мы всецело были увлечены своей работой. У нас не было интересов, где машина, где потусоваться. Я вот сейчас смотрю, говорят, что поддержка малого бизнеса. А что это такое? Это в основном рестораны, места развлечений, какие-то сферы услуг. Этого не было. То есть эти люди, они не определяют цивилизационное развитие. Это просто, ну, будем говорить, пена. Да. Вот меня это просто раздражает, вот, когда я вижу бесконечно эти вывески, эти ловчонки какие-то, что это вот фирма какая-то. Да кто вы такие вообще? Ну, перепродажи чего-то. Да, перепродажа, все это вот там в одном месте так стоит, а ты сделаешь дома, у тебя вот в 15 раз дешевле все это будет. Люди перестали готовить дома, да, может быть, они экономят. Ну а чем они заняты, по большому счету? Развлечения. Да. Ездить им, отдыхать, и причем это по прежним меркам, та маргинальной массы или люди, которые вышли из этой маргинальной массы, они, в общем, хозяевами положения становятся. Это цивилизационный тупик. И гены, в общем-то, эти, в общем, все становятся рецессивными, которые должны быть определять развитие, потому что это все, вот эта масса, это пена. Ну, маргиналы, я их просто так и называю. Они могут быть дипломированы, так сказать, шикарно одеты, с лоском, там какие-то манеры у них такие показаны, но это, в общем-то, социальный мусор. Да, как не жестко, я, да, скажу, выражаюсь. Поэтому я не говорю, какие у нас шаги должны быть другие. Потом, чтобы человек себя чувствовал человеком, он должен что-то делать. То есть человек должен делать что-то не для потребления, а для чего-то высокого. То есть да, должно быть что-то высокое. Да, у него цель должна быть какая-то. Да, вот скажем, цель. ну хотя бы даже камни ворочать, потому что он должен прийти с работы и сказать, вот я вот
то-то, то-то сделал. А когда вот сейчас сидят, сейчас люди вообще превратились, будем говорить, сотовых насекомых. Одна часть сидит дома, а другим курьеры развозят. Ну, наверное, к этому и стремится наша цивилизация. Но это же получается все, Путь никуда, да? цивилизация. Все по умирает. картинкам уже, виртуальный секс, виртуальные развлечения, виртуальные путешествия, все. Ну, От смотрите, этого, да. от этой пресыщенности, все это извращение, все это. У нас должен быть другой путь развития. Не надо ни на кого внимания обращать, не следовать. Мы многое загубили в своем образовании, перейдя там на другие системы. Мы многое загубили вот в аттестации научных кадров, вот эти индексы цитирования. Ну да, у них там популярный журнал, вот китайцы в этом больше всего преуспевают. Их там цитируют, они во всех этих, у нас говорят, лаковские журналы, там Scopus, там еще прочее. Web Science, там все эти. Неправильно. Потому что есть такие вещи, которые вообще публиковать нельзя. Ну, да. А мы должны что-то им показывать. Понятно. Иначе ты не не ученый, да. Да. Ты, Понятно. То есть, представляете, получается, вот эта внешняя некая оболочка, она сейчас полностью и переводит все это на- нас, конечно, всем это загубили, забили.